Мы с вами продолжаем изучение текста акиды имама Тахави, который очень важен для нас, поскольку является авторитетом для многих. Даже те, кто недолюбливает ханафитский мазхаб, они все равно вынуждены прибегать к тексту акиды имама Тахави, толковать его, давать объяснения, но, конечно, со своей точки зрения. Но все равно они никак не могут обойтись без этого ханафитского ученого нашего. Итак, имам Тахави, продолжая, говорит: وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ. То есть, и мы считаем допустимым, разрешенным протирание хуффейн, щитек, то есть ичигов, кожаных носков, в путешествии и вне путешествия, كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ, как об этом сказано в хадисах пророка, как об этом сказано в преданиях. Мы с вами знаем, какие вопросы затрагивает акида, и однозначно вопрос протирания кожаных носков, щитеклер, он в область акиды никак не входит. Поэтому возникает вопрос, почему же имам Тахави здесь приводит эти строки? Дело в том, что протирание кожаных носков, оно является отличием ахлюс сунна валь джамаа от некоторых шиитских течений. Некоторые из шиитов не признают протирание кожаных носков, протирание щитек, а некоторые шииты вместо мытья ног просто их сверху протирают, есть и такие. И в данном случае имам Тахави, чтобы показать наше отличие от них, приводит, можно сказать, маркерный показатель. И вопрос, он очень важен. Почему? Потому что, да, есть большое количество хадисов от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором сообщается, что и он сам лично, и его сподвижники свидетельствуют о том, что он это делал, протирал кожаную обувь. И некоторые из ученых, Абуль-Хасан аль-Курхи, в частности, он даже по этому поводу сказал: я боюсь, что человек, который не признает протирание кожаных носков, протирание щитек, я боюсь, что он может стать неверующим. То есть, да, действительно, хадисы не достигают степени мутаватир, то есть они не являются абсолютно достоверными, но их много, далили есть, и поэтому имам Курхи не говорит сразу, он кафир, он говорит, я боюсь. Почему? Потому что действительно далили много, и мы с вами, как ахлюс сунна валь джамаа, как ханафиты, должны это признавать. Дальше, продолжая, имам Тахави говорит: «Валь-хаджу валь-джихаду фардани мадияни». Имам Тахави говорит, что хадж и джихад – это два фарза, которые имеют свое продолжение. И продолжая, имам Тахави объясняет продолжение: «Ма'а улил амри миналь муслимина биррихим ва фаджрихим иля қиями са'ата ла юбтилухума шей'ун». Вместе с предводителями мусульман, праведными и грешными, вплоть до наступления судного дня, и ничто не отменяет вот эти два фарза. То есть здесь имам Тахави упомянул хадж и джихад. Как известно из хадиса Джибриля, в том числе из других хадисов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, основой ислама составляют 5 фарзов, и один из них – совершение хаджа. И здесь имам Тахави говорит о том, что совершение хаджа продолжится вплоть до судного дня. Оно остается фарзом, его признание обязательно, его совершение для того, кто может его совершить, является фардом, и мы это должны признавать и его обязательность в том числе. И второе, о чем говорит имам Тахави, это джихад. Но, как известно, джихад, у него в исламе очень широкое понимание, очень емкое слово.
И да, действительно, некоторые понимают его узко, понимают, что это только против неверующих, выступать с оружием в руках, что это только есть джихад. На самом деле, джихад с оружием в руках, он является лишь небольшой, содержит в себе лишь небольшую смысловую часть этого термина. Причем у него есть свои условия, что его должен объявить человек, имеющий соответствующий статус, а не любой, кому это вбредет в голову. Помимо этого, мы с вами знаем, что джихад, он в основном оборонительный и так далее и тому подобное. Но помимо одного вот этого узкого значения, у понятия джихад очень много других значений. Мы узнаем из хадиса пророка, в котором он своим сподвижникам говорит: вот мы с вами вернулись с малого джихада. Теперь нам предстоит приступить к большому. И сахабы в ужасе спрашивают у него: о посланник Аллаха, неужели может быть война больше, чем та, в которой мы приняли участие? И пророк отвечает: да, это война со своим нафсом, противостояние своему нафсу. И противостояние своему нафсу или воспитание своего нафса пророк назвал большим джихадом. Также из хадисов мы узнаем, что и получение знаний может быть джихадом, и преподавание может быть джихадом. Для ученого джихад – это написание книг, обучение и так далее и тому подобное. То есть это очень широкое, емкое понятие. И мы должны понимать это. И здесь имам Тахави говорит, что вот эти два фарза, они сохранятся вплоть до судного дня, и верующие должны их исполнять. И ничто не может их отменить, поскольку и то, и другое упомянуто в Коране и в Сунне. Поскольку упомянуто в Коране, мы обязаны в это верить. Продолжая, имам Тахави переключается на другой раздел акиды и говорит: وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ. Здесь имам Тахави переходит к вере в ангелов и говорит: وَنُؤْمِنُ, мы верим بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ, в благородных писарей. فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ, и Аллах сделал их охранниками для нас, оберегающими нас. Речь идет про двух ангелов. Один из них с правой стороны, другой с левой стороны. И, как известно, они записывают деяния человека. Это тоже относится к понятию хифз. Они сохраняют деяния человека. Если он делал праведные деяния, то сохраняются его праведные деяния, чтобы он за них получил награду. Если он совершал греховные деяния, то сохраняются и его греховные деяния, чтобы он получил соответствующее наказание. И в Коране по этому поводу Аллах Та'аля в одном из аятов говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, я вайлата ма ли хадал китаби ла югадиру сагирата ва ла кабира». И вот эти книги деяний, в них прописано настолько все подробно, что грешники и неверующие в судный день будут говорить: горе нам! Горе нам! Что это за книги? В них не оставлено ничего, ни малого, ни большого. Причем Аллах Та'аля в аяте сначала говорит малого, а потом большого. То есть даже маленькие, самые малейшие деяния там упомянуто, там записано. Также из суры Зильзаля мы узнаем: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ваман я'маль мисқаля дзарратин хайран ярах, ваман я'маль мисқаля дзарратин шарран ярах». То есть сделал на вес пылинки, зарра, мы в наше время можем это переводить как атом. Кто сделал на вес атома благого, он его увидит. Кто сделал на вес атома греховного, он тоже его увидит. То
То есть все наши деяния сохраняются. Поэтому никто из нас не должен к своим деяниям, неважно греховным или праведным, относиться легкомысленно. Тем более, что ученые по поводу праведных деяний высказались следующим образом. «Валя тахкирунна миналь ма'руфи шей'ан». И не считайте ни одно, даже свое малейшее деяние ничтожным. Не нужно думать, что это за деяние, я там 10 рублей в ящик бросил. Или что я там бабушке помог сумку донести. Или. Ля тахкирунна, не считайте ничтожным. Почему? Потому что в судный день может именно это деяние, поскольку оно было искренним, именно это деяние нас с вами спасет. Как, например, хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о том, как один грешный мужчина, другой хадис рассказывает нам о грешной женщине, путешествовали по пустыне, и единственным их благодеянием было то, что они собаку напоили. Мы этот хадис все знаем. И за вот это простое деяние Аллаху Тааля простил все грехи, которые они совершили. Также есть риваят про одного из праведников о том, что он умер и приснился кому-то из своих родственников. И родственник у него спрашивает: ну как твое состояние? Как Аллах Тааля с тобой поступил? И тот отвечает: Аллах Тааля, когда я перед ним предстал, сказал: горе тебе, твои молитвы не приняты. Горе тебе, твои посты не приняты. Горе тебе, твое подаяние не принято. И он дальше говорит: и вот когда я подумал, все уже, я погиб, Аллах Тааля ему сказал: но я принял твое одно деяние, и благодаря этому деянию тебя простил. Какое это деяние было? Он говорит: однажды ночью, возвращаясь из мечети, я на дороге обнаружил камень и убрал его с дороги. И вот это единственное деяние, которое мне принял Аллах Тааля. И такое может быть. И такое может быть. Поскольку многие деяния мы совершаем на виду. Скажем, вот только что мы совершили намаз фарз, друг друга видели. Следовательно, здесь степень искренности, она уже может быть пониже. Конечно, у каждого свое намерение, своя искренность. Но вот этот коллектив, что другие нас видят, и есть всегда у нафса нашего соблазн сделать перед людьми что-то лучше. А те деяния, которые мы делаем в то время, когда никто из нас не видит, они для нафса самые невыгодные. Другие не видели. Хвалиться будешь, что не принято своими праведными деяниями хвалиться, поэтому они самые невыгодные. Поэтому деяния, совершенные в тайне, они являются наиболее искренними. Не зря в хадисе пророк сам сообщается о том, что в судный день 7 групп людей будет в тени божественного трона. И одна из этих групп кто? Тот человек, который делал подаяние настолько скрытно, что левая рука не знала о том, что правая дала подаяние. И здесь имам Тахави как раз об этом говорит, что вот эти два ангела, они все эти деяния фиксируют. И поскольку о них в Коране сказано, например, аят «Ваинна алейкум ля хафидин кираман катибин», воистину над вами есть хранители, благородные писари. То есть мы должны в это верить, должны признавать. وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ. Дальше, продолжая, имам Тахави говорит: и мы верим в ангела смерти, которому поручено забирать души творений. Точно так же об ангеле смерти мы узнаем из Корана, где Аллах Та'аля говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим,
قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Скажи, принесет вам смерть ангел смерти, которому вы поручены, то есть которому Аллах Та'аля поручил забрать вашу душу. И, как известно, давайте сначала скажем по поводу имени Азраиль. Часть богословов считает, что оно исходит из источников исраилият, то есть иудейско-христианских, поэтому более предпочтительно говорить Малякуль Маут, ангел смерти. И, как известно, ангел смерти, у него нет ни пощады, ни жалости, он всегда своевременно, никого не жалея, никому не давая ни единой отсрочки, забирает души людей. По этому поводу Аллах Та'аля в Коране говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ва иза джаа аджалухум ла ястахируна са'ата ва ла ястақдимун». А когда наступит момент их смерти, он не придет ни мгновением раньше, ни мгновением позже. То есть ангел смерти всегда в свое время, и никому не будет дано даже отсрочки сделать хотя бы один зикр. Хотя бы «Ля иляха илля сказать, или даже хотя бы сказать просто «Аллах». Никому даже столько времени не будет отсрочки. Когда наступает время, ангел смерти забирает душу человека. И имам Тахави говорит о том, что это также является обязательным для признания. Продолжая, имам Тахави говорит: «وَنُؤْمِنُ بِالْعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لمن كان لذلك أهلا وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». Имам Тахави говорит: «И мы верим в наказание в могиле, в наказание и награду в могиле, лиман кана лидалика ахлян, кто это заслужил. Бисуали мункарин ва накирин лильмайти фи кабрихи ан раббихи ва динихи ва набихи». Также мы верим в вопросы мункара и накира, которые задаются умершему, находящемуся в могиле, о его Господе, о его религии, о его пророке. Аля ма джаат бихи аль-ахбар, как об этом сообщено в хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, переданных его сподвижниками. «Валь-кабр раудатун мин рияд аль-джанна ва хуфратун мин хуфар ан-нар». Завершая, имам Тахави говорит: могила – это один из садов рая или одна из ям ада. Эти слова являются ответом му'тазилитам, которые отрицали наказание в могиле. Они исходили из того, что о наказании в могиле, это действительно так, четко, ясно, открытым текстом не сказано. Мы это узнаем только из косвенного значения аятов. Но зато есть хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сообщающие о награде и наказании в могиле и о том, что происходит с человеком после смерти. И один хадис довольно подробно описывает о том, что когда наступает на момент смерти человека, что происходит. К нему приходит ангел смерти, садится у его изголовья. Если он был праведником, ангел смерти говорит: «О праведная душа или благая душа, выйди из благого тела». И душа праведника с легкостью, подобно тому, как капля, или подобно тому, как вода вытекает из кувшина, с такой легкостью душа верующего отделяется от его тела. Что же касается неверующего или грешника, то его положение противоположное. К нему ангел смерти приходит в устрашающем виде. Садится у его изголовья и говорит: «О грешная или гадкая душа, выходи из гадкого тела». И пророк сам говорит, сообщает, что душа этого человека выходит из его тела, доставляя ему большие страдания. И пророк сам приводит пример: если вы
раскаленным железом прикоснетесь к шкуре животного, и это вот все застынет, насколько тяжело будет отдирать кусок железа от шкуры животного, настолько тяжело выходит душа неверующего. Дальше что происходит с верующим? Дальше душу верующего завертывают в духовный такой благоухающий саван, и его возносят. Ангелы сопровождают его, и ему открываются все врата, или врата всех семи небес, и дальше Аллах Та'аля говорит: верните моего раба нежно в его могилу. Что же касается души грешника, неверующего, то его завертывают в очень грубый саван с неприятным запахом. Мы этот саван не видим, но он есть, поскольку об этом сообщается в хадисах. И дальше его душу тоже начинает возносить, однако даже врата первого неба он не может преодолеть. Для него эти врата не открываются. И от Аллаха Та'аля идет повеление: бросьте эту грешную душу обратно в могилу. Его силой бросают туда. И дальше то, что нам говорит имам Тахави, приходят ангелы Мункар и Накир, задают 3 вопроса. Кто твой Господь, какова твоя религия, кто твой пророк? Верующий легко отвечает на эти вопросы, и от Аллаха Та'аля есть обещание. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Билкаули ссабити фи хаяти дунья ва фил ахира. Аллах Та'аля говорит, что мы утвердим верующих твердым словом в этом мире и последующем. То есть и в этом мире они будут говорить шахаду, и в последующем мире им ответы на эти 3 вопроса дадутся легко. Что же касается неверующего грешника, то он не сможет ответить на эти вопросы. И продолжая, имам Тахави говорит: «Аля ма джа'ат бихи аль-ахбар», то есть согласно хадисам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как мы с вами сказали, Коран нам сообщает о наказании в могиле только косвенно, а сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям во всех подробностях. И в завершении имам Тахави приводит хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, прям сам текст хадиса: «Аль-кабр раудатун мин рияд джанна, а хуфратун мин хуфарин нар». Могила – это один из садов рая или одна из ям ада. Дело в том, что уже находясь в состоянии вот этого барзах, уже находясь в потустороннем мире, человек начинает получать либо награду, либо наказание. Поэтому ученые по этому поводу сказали: «Ман мата факад камат кияматуху». Для того, кто умер, судный день уже наступил. Поскольку уже праведных деяний он не может совершать. Его книги праведных греховных деяний закрыты. Кроме тех случаев, когда есть понятие садака джария, или он совершил такой грех, что у него есть последователи, и за ним они совершают этот грех, ему этот грех идет. Помимо этого, человек ничего не в состоянии добавить. И Аллах Та'аля в аятах Корана нам четко и ясно об этом говорит. Он приводит состояние умершего человека. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Рабби рджи'ун ла'алли а'малу салихан. Умерший, тот человек, который умер, что говорит? О Господи, верни меня. Возможно, я праведные деяния буду делать. Но возвращения уже нет. В другом аяте Аллах Та'аля приводит: «Фа'ассаддака ва кум минас салихин». Если бы ты меня вернул, я бы давал подаяние и был бы праведником. Но тоже возврата нет. И и могила превращается либо в один из садов рая, согласно хадисов, верующему открывается окошко, и он видит свое место в раю, а неверующему открывается окошко, и он видит свое место в аду. То есть уже там начинается получение награды или наказания.